Ramuro Boshan Balambardorak. And in the white judogi representing Japan, Aiko Sato. اکنون بعدی چند لحظه رقابتی دومی دستپروری ورزشی تاجیک رسول بوقیف با نماینده جمهوری اوکراین گنادی بیلادید آغاز می‌گردد و من این صحبت رو با مربی رسول جان ادامه خواهیم дать. Владимир Николаевич, давайте теперь мы, как говорится, поговорим, вот, как о нашем, как говорится, сопернике, будем говорить, с Украины, насколько он, будем говорить, имеет титулы, может быть, наш Расул Бокиев, будем говорить, по титулам выше, или его соперник сейчас, в данный момент? Ну, в принципе, по титулам Геннадий Беладит выше пока, потому что он является двукратным чемпионом Европы, призером мира 2005 года. И, в принципе, мы с Расулом считали, что это будет одна из самых тяжелых схваток для нас, потому что этот спортсмен имеет опыт уже участия в Олимпийских играх в Афинах, где он занял десятку, вошел в лучших. Неоднократно побеждал и был призером суперкубков мира, которые проводятся в Международной Федерации, где принимают участие сильнейшие спортсмены. То есть этот спортсмен обладает богатейшим опытом. Мы с Расулом, в принципе, как бы вышли на мировую арену примерно вот так вот, наверное, года полтора-два назад по результатам нормально, так сказать, стабильно. Поэтому Геннадий Беладиту опыта, конечно, побольше. Но, тем не менее, мы на эту схватку готовились и построили свою тактику, чтобы обыграть этого спортсмена. А вот этого соперника, какие приемы более, как говорится, усовершенствованы, чем Расул? Что значит усовершенство? Просто Ну, у в смысле, спортсмена свои коронные приемы, да. Он Как? хорошо делает бросок через голову с упором ноги в живот. И перед этим он выиграл у нашего российского спортсмена, очень сильного спортсмена, тоже чемпиона Европы, Салама Меджидова. Буквально там секунд за 40 он бросил своим коронным броском. Вообще он очень неудобный, вот видите, он так борется низко, загружает Расула, держит. А сейчас Расул какую руку должен отключать, чтобы быть в лучшем положении, чем соперник? Правую или левую? Это же тактические наши находки. Расул сейчас ему держит, в принципе, левую руку, видите? Вот, Не подпускает, да? Внизу, чтобы он не вращался, не мог подходить близко к корпусу к Расулу, поэтому все время идет контроль его левой руки. Владимир Николаевич, ну, так говорят, что вы фактически каждого соперника Расула изучаете, снимаете и даже прием тонко подходите и против контрприем готовите. Это правда или это просто люди, как говорится? Ну, я думаю, что не один такой, который занимается сбором информации о своих соперниках. Это обязательно должен делать любой профессиональный тренер, который хочет выступать удачно на крупных соревнованиях. Поэтому, конечно, мы с Расулом готовились, у нас большая библиотека всех наших вероятных соперников, с кем мы могли встретиться. И под каждого, конечно, будет своя тактика разрабатываться в борьбе. А здесь у нас, по-моему, ничейный результат сейчас идет, да? 3-3. Да, это, в общем, судьи используют такой пункт правил, как они пытаются активизировать борцов, чтобы они пытались сделать какие-то технические действия. Потому что они, видите, друг друга как бы хорошо знают, тактически оба выполняют свои задания и не дают друг другу как бы продемонстрировать технику. Вот сейчас наступает такой критический момент, когда мне там чуть плохо не стало. Сейчас их обоих снимут, объявят Хансо Камаке за неактивное ведение поединка. Но после этого назначается дополнительный поединок. Сразу же, вот видите, я схватился за голову, потому что я думал, все, на этом для нас Олимпиада закончилась. Но оказывается, по новым правилам, сейчас будет Golden Score, золотая оценка, и любое техническое действие или наказание, которое получат соперники, приводит автоматически к победе. Да, здесь такой напряженный момент, чисто психологически, тяжело. Да, конечно.
بله دوستان ارجمند لحظه های خیلی هم هیجان آور و ورا برای هر دو ورزشگر و مخصوص البته برای ورزشگری ما که بیشتر به این بازی ها یعنی تلاش ورزیده است برای به دست آوردن البته مقام های فخری. به هر صورت وضعیت خیلی اینجا ببینید خیلی هم это бросок, по-моему, очень опасный был, но Расул вышел с этой положения, очень да? опасно, если бы там Расул коснулся плечом, дали бы коку, и Расул эту бы схватку уже проиграл. Он через мост как бы, да, это все он пропустил. перевернулся, встал на колени, и за это техническое действие не оценивается. А это значит, вот такие опасные моменты, если человек падает на спину, тогда уже все, да? Ну, на спину, на бок, там просто в зависимости от того, как человек падает, идет оценка разная. От коки до ипона. Кока самая низкая оценка, потом юко, потом Он вазарь, опять что-то победа. собирается. Да, арбитр хочет кого-то наказать, кого-то он выбрал как свою жертву, но боковые не поддерживают его и предложили, чтобы схватка продолжилась, все-таки до какого-то технического действия. Чтобы Было все-таки. не на совести судей это находилось решение. В принципе, они потом оказались правы. Эта схватка закончится техническим, хорошим, красивым техническим действием. Мы сейчас посмотрим, что Расул применив такие, как говорится, тяжелые моменты. Вот он бросок. И Он Япон, да, бросает по-моему? примерно точно так же, как бросает сам Беладид. Дело в том, что он постоянно, Расул раньше бросал через плечо, а сейчас полностью корень изменился, он через себя делает такие, как его это коренной прием. Да, это у него бросок стал и раньше, ну, в смысле, уже мы работали над этим с того времени, как мы стали вместе тренироваться, это уже 3,5 года, как мы вместе работали в Москве, потому что он пришел из Густингери, и вот такой бросок в Густингери делать вообще нельзя. Поэтому мне пришлось некоторые вещи как бы ставить заново и учить его новой технике. Смотрите, красивый бросок. очень даже. همین طریق در رقابت دوم رسول باقیف بر ورزشگری اوکراین بلادین گنادی توسط استفاده ببینید اصولی خیلی هم زیبا غلبه به دست میارد و امکاناتی ادامه رقابت را در دور نوبتی به دست میارد که این البته برای ورزشگری تاجیک خیلی هم مهم بود.